Арвашамлар, среда на АТР Музмазлар, студия имени Джипар. И Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость, доцент Университета экономики и технологий ТОП, Тогрул Исмаил Хошкелинас. Да, который является участником международного круглого стола. И может он сам расскажет чуть-чуть, что это за круглый стол? Я хотела с вопроса начать. Да, спасибо большое. Мне очень приятно вновь быть в Крыму, в красивом городе Симферополь. Я, честно говоря, часто сюда приезжал. И этот раз я на конференции. Конференция как раз очень важная конференция. Это международный круглый стол по поводу безопасности и стабильности в Черноморском регионе, который организует Центр по исследованиям безопасности и, опять же, стабильности Черноморского региона. А я чуть-чуть вас представляю, Тогрул Бей сам по происхождению азербайджанец, да, но живет в Турции, и работает политологическая работа, научная работа, и у вас связано с Турцией в основном. То есть вы из Анкары наблюдаете за регионом. Этнический азербайджанец, но у меня все-таки анатолийской крови тоже есть. Мама у меня наполовину из Анатолии, мать из Турции, с территории Турции. Так что кровь есть. Это раз. Ну да, я происхождение по азербайджанец. Но сейчас с 91-го года я живу и работаю в Турции. Ну и есть ли стабильность при Черноморском регионе? Ну, пока, может быть, можно даже с уверенностью сказать, что Черноморский регион пока на фоне всего мирового коллапса самый стабильный. Хорошо, но у вас же круглый стол в Крыму называется «Внешние и внутрирегиональные угрозы и пути их преодоления». Ну, конечно, внешние угрозы всегда существуют после арабской весны или там события на Южном Кавказе. Проблемы, которые могут всегда повлиять на безопасность или стабильность в этом регионе. Ну, мы стараемся, чтобы была стабильность. Стабильность это, а внутренне это, конечно, в каждой стране это политические изменения, выборы или какие-то столкновения взглядов тоже могут повлиять на изменение ситуации. В таких странах, особенно в постсоветских странах, это... Когда будем говорить о Крыме, я не хочу, чтобы вы были очень таким мягко, культурно толерантным. Может быть, вы дадите какие-то жесткие оценки. Вот со мной делился один человек, который участвовал в какой-то тюркской конференции в Баку. Он говорил, как это выглядело. Вот есть круг, то есть, скажем, первых лиц, да, первой крови. Это Турция, Азербайджан, Казахстан. Это связано либо со статусом в мире, либо с экономикой. Да? Потом есть круг вторых лиц. Но оно связано. Либо Татарстан богатый, но не имеет своей независимости, да, либо Киргизстан имеет независимость, но не имеет ресурсов. Да? Это уже второй лиц. И там где-то вот крымские татары, это вот как самые бедные родственники в этом кругу, там где-то с хакасами и с другими там тюркскими народами Сибири. Так ли это? Вот Крым, он как бы отсутствует для тюркского мира? Это вот, как Крым на обочине? Это 300 тысяч таких бедных родственников на севере Причерноморья. Вот так это выглядит? Или как? Ну, со стороны Хорошо, скажите, как это выглядит для вас? Вот, для меня, как специалиста, я, во-первых, моя специальность заставляет меня говорить всегда так мягко, логично и дипломатично. Это работа такая. Но если так посмотреть, Крым, конечно, это реальность сегодняшней ситуации, это совсем другая проблема. Но дело в том, что семья, это как семья, большая семья. В семье есть маленькие, старшие, взрослые, но всех любят по-разному, но их любят. Вот главное, что мы любим. И во-вторых, со стороны Турции это взгляд на Крым. Крым это богатая культура, богатая история. Крым это прошлое. Как бы, да, это прошлое, это историческое прошлое, это культурное прошлое. И сегодняшняя проблематика. Вот как раз по поводу Крыма я говорил, что разрешение проблем крымских татар надо смотреть как бы исправление ошибок прошлого, возвращение исторически коренного населения на свою территорию. Это как бы убрать следы сталинизма. Сталинизм это, как бы скажем, это террор для всех наций, независимо от этнического происхождения. А возможно ли это в принципе и каким способом? Конечно, но если можно, так сказать, если благоразумно подойти, несмотря на свое этническое происхождение, кто составляет большинство здесь, меньшинство здесь, этот вопрос будет разрешен. Это не сделает проблемы. У Турции, у Азербайджана есть интересы в Крыму? Да, смотрите, международная любовь достаточно прагматичная. Да? Вот за что любит Турция Крым или Азербайджан, за что любит Крым? За прошлое, скажем, за прошлое. Ну, во-первых, Крым за что любить? Ну, давайте посмотрим, вот, что тут никого нет. Природа Крыма – это прекрасная природа, климатические условия – это раз.
геополитическое расположение, это два, если как смотреть государство политика. Но если чисто этнонациональном смысле посмотреть, это историческое прошлое, это связи, это культура, это традиции. Давайте ближе к геополитике. Во-первых, выходцы из Крыма, например, крымские татары, они работали, жили, трудились и в Азербайджане, и Турции, вдохновляли очень много. Исмаил Гаспринский, например, очень вдохновитель Возможно ли многих вещей. столкновение интересов Турции и России в точке Крым? Столкновение интересов, смотря как вести политику. Можно их сделать так, что они будут сталкиваться, можно сделать так, что на основе объединения взглядов сотрудничать. Может ли Россия покинуть, ну, то есть Черноморский флот покинуть территорию Крыма? Это, конечно, может. И не может тоже. То есть вы такие вопросы задаете, может ли? Как хочется конкретные ваши ответы слышать. Конкретно Ваше вообще видение, все да. зависит от геополитических условий, от силы России, от интересов России. Россия на данный момент не может и не хочет и не должен покинуть по российским взглядам Крым. Почему? Потому что присутствие Черноморского флота, это присутствие российской военной морской мощи на Черном море. А Турции как участника НАТО было бы выгодно, чтобы Россия оставила Крым? Турция как участник НАТО, конечно, как военная сила, Турция заинтересована, что здесь его сила была в прямом смысле. Но как Турция, как государство, нормальное государство, считает, что любое изменение политические силы в регионе, может, то есть и военные политические изменения может привести к различным столкновениям, поэтому существующий статус-кво пока То есть, самый получается, Крым нормальный. обречен, что его судьбу будут решать более великие игроки, да? То есть более серьезные игроки. Это Турция, Россия, ну и Украина. Так? Вы отделяете Крым от Украины, что ли? Нет, ну вот как будет решаться судьба Крыма? Насколько будет... Конечно, все здесь зависит от, и, во-первых, политики Украины, во-вторых, от региональной политики, и от интересов мировых держав. Любой вопрос во всем Ну и мире тогда так решается. Такой удельный вес крымских татар в этом вопросе. Насколько будет... Все зависит большим. от сплоченности и подхода крымских Не татар. хочется углубления никаких конкретных ответов нам давать. Почему? Конкретно ответы. Как крымские татары себя поведут правильно, дисциплинированно и сплоченно, так удельный вес крымских татар в этом Я вопросе уйду будет решен. на другую Может, тему. может, конкретно зададите вопросы, как этот вопрос решить или что это сделать. Во-первых, проблема крымских татар это очень серьезно. Их стоит перед Украиной и стоит перед крымским руководством. В каком смысле? И Украина взяла какие-то обязательства перед международным сообществом по разрешению этой проблемы. Эта проблема должна быть разрешена. Ну, вы Но как вы слышали, политолог что- считаете, что ли Украина эффективно решает эти вопросы? Уже 20 лет прошло, да? То есть человек, который имеет отношение... Дело в том, что если эти вопросы эффективно решались правительствами, не только эти вопросы, и экономические вопросы, Украина уже за 20 лет процветала и пошла дальше вперед. То есть проблема самых взглядах и руководителей и политиков. То есть если неправильно подходить к любым вопросам, вне зависимости от конкретно крымской татар, к любому вопросу подходить разумно, этот вопрос будет разрешен и можно сосуществовать. Примеры этого во всем мире существуют. Но если вопрос не решать, отталкивать или преднамеренно задерживать решение этого вопроса, это придет только с Вы столкновением слышали интересов. о предполагаемом международном форуме по решению проблем крымских татар? Вот он планируется. Меджлис крымско-татарского народа провел несколько встреч с послами Евросоюза, Турции, и речь идет о таком то ли Создании площадки да, определенной. Ну, и международном это один из финансировании. моментов, конечно, один из Потому моментов что турецкие решения лидеры вопроса активное крымских участие татар. принимают. То есть проблема в том, что люди по советском пространстве боязненно и с неприязнью, и, так скажем, недоверчиво друг к другу относятся к решению вопроса. Все считают, что если разрешить какой-то вопрос, будет какая-то неудача. Это не решение вопроса. Вопрос надо решать согласовывая, понять друг друга. Потому что если существует проблема, и она будет существовать. А чтобы спать спокойно дома, надо, чтобы проблем было меньше. А давайте вернемся к теме Турции. Мне интересно, чтобы вы для наших зрителей здесь чуть больше рассказали, да, чтобы мы понимали, что происходит в Турции. Первый вопрос. Провалился ли европейский проект в Турции? Хотя риторика там сохранилась, да, что наша цель Евросоюз.
Там, Нет, может это быть, не риторика, да, это курс но есть внешнеполитических заявление целей. Ахмеда Давутоглу, который сказал, даже если нас не примут в Турцию, мы все равно считаем себя европейцами. Мы создадим Европу в Турции. Да? Нет, ну это из прошлого, да, мы все равно, как бы вы ни хотели, мы турцы, мы европейцы, учите историю, вот, и вся эта риторика вокруг восстановления смертной казни, да, вокруг очень много, вот последние недели идут дебатов, восстановить, не восстановить. Вот расскажите нам, как это вписывает, это просто риторика Ну, политику надо понять. Это раз. Во-первых, Турция с 1952 года стремится к Европейскому Союзу. Ну, когда это не назывался Европейским Союзом, конечно. То есть на сегодняшний день, опять же, несмотря на какие-то риторики, политика по отношению к Европейскому Союзу – это приоритетная политика, внешней политики Турции. Но дело в том, что стать членом Евросоюза не главное стремление Турции, а главное решение самого Евросоюза, хочет ли она видеть Турцию в своем составе или нет. В этом вопросе Европа очень противится, особенно некоторые страны, можно считать и Франция, и Германия, боятся этого вопроса. Почему Германия боится? Германия уступит свое лидерство по количеству населения, почему если учесть, что молодое население Турции, и это где-то около 80 миллионов, и плюс турки в Европе и в Германии около 5 миллионов, то есть по Европарламенту Турция опять сразу моментально войдет в число лидеров. Может не первым, но вторым это точно будет. А Франция боится из-за своего сельского это раз, сельскохозяйственного производства, это раз. Во-вторых, авторитета на среднеземноморском регионе. То есть вхождение, опять же, Турции в этот регион, Турция будет более влиятельна, иметь силу в средиземноморском регионе, мусульманском мире, как представитель единственной мусульманской страны Евросоюза. Это очень просто, я объяснил моменты, которые... Конечно, Европейский Союз, ну, сама Турция хочет или не хочет этого, очень спорно, потому что поднятых около 30 вопросов, только один вопрос разрешен. Есть некоторые моменты, которые Европейский Союз поднял перед Турцией, они практически невыгодны. Один из вопросов. Да. Сегодня отмечается там 29 лет Турецкой Республики Северного Кипра. Да. Вот, как бы, вот эта проблема тоже. Она же почти неразрешима, да? Дело по плану Кофи Аннана. Был проведен референдум, и обещали, что если будет так, греки-киприоты, вы сказали, против. Турки-киприоты выступили за, греки-киприоты выступили против. Несмотря на это, на обещание, что даже в Европейском Союзе есть в уставе такой вещь, если существует конфликтность в стране, эта страна не принимает членство в ЕС. Несмотря на это, ЕС взял членство только часть Кипра. И все, вот проблема возникла отсюда. То есть Европейский Союз тоже не очень идеальный на этом Европейский Союз тоже может демонстрировать двойные стандарты. Да, никто этого не отрицает. Да? То есть проблема в этом, они взаимные проблемы, взаимное обвинение и так далее. И перед Турцией иногда ставятся такие вопросы, которые просто неразрешимы. Или Турция, разрешив эти вопросы, теряет определенные свои влияния или интересы. Такое активное участие Турции в Сирии, это нужно Турции, на ваш взгляд? Ну, конечно, я в первую очередь скажу, что проблема с сирийской проблемой – это непростой вопрос. Это раз. Турция мнение разделяется. Некоторые говорят, что этого нельзя допустить. Турция не должна вмешиваться в сирийские проблемы. Некоторые говорят, что нет, Турция должна, даже военные предложения, что военным образом должна участвовать и так далее. Мое мнение. Все зависит от ситуации. Турция, как страна, должна быть заинтересованным вопросом. Турецкое руководство предложило Асаду провести демократические выборы, сделать себя легитимным. Асад не послушался. Начал военные действия против своего населения. Вы хотите проблемы по соседству, которые могут перерасти и перейти к вашей территории? Нет, конечно. Поэтому турецкое руководство, как более-менее демократическое в регионе, выступает за демократическое решение вопроса. Считается, что... Можно два уточняющих вопроса сразу? Давайте. Первое. Ну, во-первых, даже не Хафиз Асад, отец Башара Асада, да, не сам Башар Асад никогда не проводили такие демократические выборы. Тем не менее, сам Эрдоган принимал и Асада, и его жену. Я помню эти фотографии, как они вместе чуть ли там не раскатывали тесто. Конечно. Это была дружба такая... братская дружба. Да, более чем братская дружба, да. Ну, я не думаю, что за 2 года можно было 22 брата. Между Сурией и Турцией существовали очень большие проблемы.
И на конце 99 года, когда предыдущий президент страны Сезар, он начал более или менее принимать решения по этому вопросу. И после этого, когда пришла к власти Ак-партия, она тоже сближение с Сирией. Почему? Потому что вокруг Турции есть страны, у которых все проблемные вопросы, и управляются так более-менее авторитарными режимами. И поэтому и политика Давутоглу, ноль проблем с соседями, это прежде всего как бы, и по лично моему, это проблемный вопрос. Или ноль соседей, или ноль соседей уже Да, получилось. чтобы быть ноль проблем с соседями, чтобы у соседей не было проблем. Это раз. Но это, конечно, идея, что ноль проблем с этим. Вот на фоне этого было сближение с сирийским руководством. Но это не говорит, когда даже ваш друг начинает убивать мирное население своего населения. Ну, это может кто-то сказать, что террорист и так далее. Но какая нормальная страна с террористами так воюет? Самолеты посылает на города, население истребляет это. Да, есть там террористические... Колумбия, да. мы его знаем. Ну, это разве нормальная страна? Считается, что вот это артиллерийские дуэли, которые начали, да, якобы это провокация повстанцев. Что на самом деле... Ну, страна, во-первых, есть нормальная страна. Для того, чтобы Турция вступила в войну с Сирией. Турция нормальная страна. Даже когда проходила резолюция по трансграничным вопросам, многие кричали, что начнется война. Я один из тех, который написал в русскоязычной прессе, что Турция не войдет в войну. Так, Турцию навязывает войну, это другая вещь. А кто навязывает Турцию? И Сирия навязывает, и между некоторые А для чего Сирии политические навязывать силы. войну, когда, например, даже бюджет военной Турции 25 миллиардов долларов, а у Сирии до 2 не дотягивает? Как-то И по надо всем- решать внутренние вопросы, как-то перевалить надо. Когда Турция войдет в эту войну, различные политические силы могут объединиться под единым внешним врагом. А Турция будет требовать демократических выборов, например, в Азербайджане когда-нибудь? Ну, Турция и так требует демократических выборов в Азербайджане. Говорит это. Премьер-министр выступал в парламенте страны. В Но одном это из- вопрос решать не Азербайджана, они проведут или В одном нет, из но- своих интервью Кавказскому вестнику вы сказали, что грузины обеспокоены тем, что, несмотря на свои демократические требования, тот факт, что нынешнее правительство находится у власти уже почти 9 лет, означает, что существует опасность политического регресса, то есть отход от демократизации. А в Азербайджане уже произошел этот отход, как вы считаете? От демократизации? Да. Ну, я считаю, что в Азербайджане понятия демократизации еще не было даже. Не успела она. Даже при произойти. Эльчебее? Да, конечно, не успели. То есть демократические зачатки были, нету. Искать по советском пространстве какие-либо демократизации, это смешно. Стремиться надо к этому, это другое. А какая страна подает пример? Может, Грузия? В каком смысле? Демократия? В Да. нынешнем положении Грузия подает пример. Но есть опасность, что, приходя к власти оппозиция, вот с арестами как раз связано это, что может отойти от этого процесса. Украина, например, подавала по предыдущих выборах. А сегодняшние выборы? Сегодняшние выборы, честно говоря, я не очень-то проинформирован, но посмотрел на европейские выступления. Страны СНГ сказали, что нормально прошли выборы, а Шаг назад, европейцы сказали, что не нормально. А вы кому доверяете? Я своим взглядам доверяю. Ну, пока, честно говоря, моих личных мнений такого не было. Но то, что прошли выборы более-менее нормально, в каком смысле, что оппозиция тоже получила нормально. Достаточно большое нормально, представительство. да. Даже, наверное, оппозиция сама не ожидала, что столько Да, получит. столько получит. То То есть есть это говорит, главное, само население чего хочет. Население Украины хочет ли этого? То есть вы правы, когда говорим о том, что демократия — это прежде всего готовность самого населения Да, к такой конечно, системе. конечно. То есть в Турции оно уже давно... Вот арабская весна, почему начинается весна? Многие считают, что это большой проект Америки и так далее. Да, может, Америка тоже считает, какие-то проекты есть. Но когда нет почвы под этой, в этот проект проведите или не проведите, То есть спровоцировать стабильные страны невозможно? Конечно, да? невозможно. Нормальная страна, как можно? Исландия тоже кризис, можно сказать, европейская какая-то весна произошла. Экономический кризис, обанкротилось население, население выступило. Как решили исландцы этот вопрос? Правительство ушло в отставку нормальным путем, другая пришла и попытались решить вопрос. Это нормальное решение вопроса. Когда руководитель видит, что он не может решить вопрос и не ходит от своего кресла отстоит, начинают проблемы возникать. И проблему надо решить как-то.
сидя, так скажем, в этом кресле, как руководитель, не можешь решать вопросы, кто виноват? Те, кто против тебя стоит. И начинаешь давить на них. Или физически, или морально, или так далее, и тому подобное. То есть и общество, если оно нормальное, развитое общество, выступает против этого. Если ненормальное общество, поддерживает такого руководителя и считает, что все враги, террористы и так далее, и тому подобное. Ролды, еще один момент для меня интересен, что вот оценка человека, который наблюдает за этим, достаточно отстранен, как не родившийся все-таки в Турции человек, то есть имеет независимые взгляды, но, находясь там, лучше понимает, чем я, читающий там 10 лет прессу, да, и периодически бывающий в Турции. Вот это курдская проблема. Турция сильно ослабила давление, да, на курдский регион и в вопросе языка, и образования, и признания вообще курдской идентичности, но тем не менее террор, тоже ПКК в последнее время усилился. А риторика, ну то есть курдские, по-моему, депутаты в парламенте совершенно не стесняются того, что периодически встречаются с лидерами террористов, да, имеют с ними прямые контакты. Ну вот вы сами относитесь. В Турции нет курдской проблемы. В каком смысле слова? Курдская проблема, как понимание по-другому, что вот курды не имеют права и так далее. Во-первых, курды в Турции, так называемые, я уточню, потому что есть много этнических групп, которые себя не считают курдами. Например, Заза. Есть, которые разговаривают похожими, но совсем не понимают других курдов. Они себя не считают курдами, это раз. Курдский вопрос, так называемого, вот в классическом понимании этнического вопроса Турции не существует, потому что нет единого культурного языка, литературного языка. Есть региональные диалекты, которые не понимают. Например, сегодняшний телеканал ТРТ-6 вещает на курдском языке, но это диалект диарбакырский, другие курды вообще не понимают этого. У меня очень много студентов, курдов тоже есть, которые они не понимают. Во-вторых, курды, они очень, если можно сказать, очень пестрые такого понимания. В правительстве очень много курдов, министры есть, и даже Тургут Узал наполовину курд был. Сейчас в нынешнем правительстве несколько курдов. В парламенте свыше 70-80 курдского происхождения депутаты есть. Есть даже так, кланы, которые живут в этом юго-восточном регионах Турции, да, даже родные родственники, братья есть, которые сторонники правительства, есть, которые против руководства страны. Поэтому этот вопрос очень сложный. Нельзя называть это только языковой проблемой, экономической проблемой и так далее. И вы обращаете внимание, несмотря на уступки правительства или какие-то преобразования, или желание решения этого вопроса, вопрос террора не уменьшается. Наоборот, моментами он даже опять дает всплеск какой-то. Да. Почему ПКК как террористическая организация возникла не как идея или как там, организация освобождения курдов от ига или так далее. Там. Она возникла как коммунистическая организация. Левый толк. Лидер, руководитель этого террористической организации Абдулла Оджалан говорил, что в одной из газет, даже которая была опубликована в Азербайджане, говорил, что я прежде чем курд, я социалист. Это выступление в 1993 году еще. То есть это левого толка была террористическая организация, которая выгодна была определенным игрокам этого региона, большим державам, которые держали в своих интересах этой организации. В частности, Советский Союз. То есть такая управляемая напряженность была, да? Да. Советский Союз разрядился, от ОПЕК КГБ освободилась эта организация. Тогда возникли другие заинтересованные государства, которые подпитывают это. Хорошо, объективно, давайте объективно. А может ПКК, в первую очередь, это не контроль определенной части территории, это контрабанда оружием, это контрабанда наркотиками, это давление на Турцию, это давление на Иран, это давление на Ирак, это давление на Сирию. То есть, смотря какая страна, например... А кто заинтересован в этом? Большие державы, кто заинтересован. Какие державы? Соединенные Штаты Америки, в частности, Пежак, например, одно из крылов ближе ПКК, в Иране использует против иранского режима. В Турции, конечно, союзник она так активно не делает. Пряник, что ли, получается? Активно они это не делают, но, например, в Ираке не очистила территорию то есть северного территории Ирака не очистила от террористической организации, не позволяет Турции это сделать полностью. Это раз.
Это видно. Во-вторых, премьер-министр Турции выступил в Европе и обвинил некоторые страны в том, что они поддерживают. Бельгия, например, долгое время телевидение ПКК существует там. Это Рош ТВ, Да, конечно. А скажите мне, То есть Турция, другие нормальные курдские телевидения и так далее, они существуют, можно курдам разговаривать. Теперь вопрос стоит так, что дать несуществующему единому курдскому языку государственный статус. То есть с руками Турции сделать какой-то новый язык, но это вопрос филологов, они больше Нет, а знают, есть что ли вообще такое язык. политическая воля решить этот вопрос? Политическая Даже воля? не брать в учет язык, да, то есть есть национальная идентичность, да, под названием курды, которые считают себя курдами, и, возможно, у них разные курды, диалекты. например, я вам одну вещь скажу. Курды или другие этнические происхождения люди, они существуют в различных партиях Турции свободно. Даже партии националистического Но они движения. хотят свое государство. Нет такого. Кто вам сказал? подождите, а может ли Есть? Нет. настолько многомиллионная... Курды вы объединяете всех. Да. Есть группировки, сепаратисты, которые хотят объединяться. Есть, которые хотят больше привилегий. А есть, которые выступают против. Вы знаете это? В Турции есть курды, которые не хотят какого-либо отделения и ничего не хотят. Они сторонники государства. Про это никто не говорит. Их большинство. Почему партия, вот эта, которая поддерживает связь с ПКК, получает всего лишь 5-6%? Курдов же много, говорят, они кричат. Если они все поддерживали этот вопрос, они должны были где-то Сколько много. миллионов курдов? Ну там разные Точных оценки, данных, точных оценков данных нет. В Ну, Турции где-то нет. 10-15% это вот между этим можно считать, что есть. Но учтите, смешанные браки есть, но есть и симпатизирующие курдскому населению, тюркское население есть, тюркского происхождения, турецкого происхождения населения есть. То есть вы думаете, что турки не заинтересованы, что проблемы курдов были разрешены, или проблемы не только курдов, других национальных этнических вопросов был разрешен? Проблема вообще самой демократизации общества. Турция тоже пережила 3 военных переворота и так далее и тому подобное. Еще на одну тему вернусь. Это недавние инициативы Нурсултана Назарбаева вдруг о едином таком тюркском парламенте. Помните, да? Это совершенно недавно Да. прозвучало. Что это за реинкарнация тюркских идей у Назарбаева? Это было у него, по-моему, в 90-х, потом он об этом всем забыл, и вдруг на старости Вспомнил. лет опять вспомнил. На самом деле, Ну, это, вообще тюркское единство теперь... президент Казахстана всегда выступает с интересными идеями. И его идеи в дальнейшем как-то перерастают. Либо не перерастают, да? Ну, От нет, в бывшего основном турецкого перерастает. коллеги. Например, политика евразийства, Евразийского союза. В 1994 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в МГУ перед студентом выступил и предложил. Тогда Россия отказалась от этой идеи, потому что идея была выдвинута руководством другой страны. Но сегодня Владимир Путин проводит в жизни эту политику. А почему, когда говорим об объединении тюркских народов, как пантюркистских, в мире существует и объединение... Нет, это неплохо, для меня это интересно, но возможно ли это? Конечно, возможно. Сегодня есть секретариат руководителей тюркскоязычных стран, парламентская ассамблея тюркоязычных. Ну, конечно, не все вошли, 4 страны. Экономические определенные интересы. Для Казахстана очень важно союз и с Севером, с Россией, и союз с Турцией. То есть Казахстан это понимает, потому что снизу еще давит Китай. Но просто мой скепсис, знаете, с чем связан? Не только уровень экономического развития, но мне кажется, культурно настолько эти народы ментально уже разошлись, что возможно ли... Это как какой-то славянский союз. Трудно представить практически в чистом виде чехов и европейцев, да, практически с немецким менталитетом, может, и не совсем белорусов правильное сегодня в сравнение одном мое союзе. будет, но 30 лет тому назад, если вам сказали, что будет существовать такой телефон, который не имеет кабеля, вы поверили бы в это? Идея то же самое. То есть идеи выдвигаются, потом как бы над ними спорят, анализируют. После этого, если оно имеет какие-нибудь определенные базис или возможность решения, разрешение решается. Ну и плюс вторая по численности тюркоязычная тюркская страна Узбекистан как-то отстраненно. Узбекистан вообще сама себя изолировал. Вопрос из Узбекистана. Все, когда развалился Советский Союз, думали, что Узбекистан это будет расцветающая страна Средней Азии. Сначала была попытка этому, но она сама себя изолировала. Сейчас Казахстан самая
так скажем, процветающей. А может ли в Узбекистане поменяться конъюнктура без внешнего влияния? Вот задаются такие вопросы. Конечно, можно. Я могу так сказать. Конечно, невозможно. То есть, можно ли, не можно ли, Нет, политики... вы как никак. политолог, глубже изучая вот процессы лидеров, да, которые есть внутри и вне Узбекистана, вы к чему склоняетесь больше? Ислам Каримов – это такой лидер, который ведет в определенную политику. Но он же человек, в конце концов, физически и морально, и есть предел. После этого все изменится. Но есть дети, есть после Сапар Мурада династии. Ниязова же мало что изменилось в это Туркменистане. уже не Туркменистан, Сапар Мурада Ниязов. Да, это не Туркменистан, да, Сапар Мурада Ниязова. То есть прогресс произошел в этой стране. Конечно. В То есть в определенном Узбекистане смысле. будет тот же путь. Конечно. То есть сама страница какой-либо стране невозможно. Как человек не может самосторониться от общества, так же государство в нынешнем мире, особенно когда технология так развивается, как информационных блоки нет, то есть невозможно ставить границы. Это хочешь, не хочешь. И арабская весна один Может, из тогда уже вестников этого, что изменения происходят. Более По глобальный советским вопрос. вопросам в стране тоже Украина, Грузия, Кыргызстан, пример этого изменения. Вот сегодня уже считается, что государство нация теряет свои силы, да, что Это одна из концепций. одна из концепций. Так может быть нам стоит вообще как бы, скажем, создавать тюркский мир, предположим, да, или какой-то блок. Ну, вот Ну, мы об этом по только что вопросу как говорили. раз говорим. Вот я говорю, Глобализация. Насколько вообще Если возможно это брожение? Вот дело в том, что глобализация – это не восприятие, ликвидация всего существующего. Это объединение в экономическом смысле, прежде всего, этого вопроса. Во-вторых, информационная глобализация уже происходит. Это раз. Экономический кризис показывает, что то есть глобальный экономический кризис показывает, что экономика уже глобальна в определенном смысле, только не развивающиеся страны отстали от этого глобализационного вопроса. Но полностью ликвидация нации или народности это невозможно. А чтобы выстоять против чтобы сохранить самоидентичность, объединение этих народов по близким родственным связям, это нормальное явление. То есть все, как в природе, молекулы, атомы, вещества вот так объединяются. Существует Арабская лига государств, англоязычная лига государств, идеи различных панамериканское объединение есть. То есть это не должно пугать. Пугать должна идея, когда ставит вопрос агрессивности. Это может быть не обязательно объединение. Одно государство тоже может быть агрессивным, угрожать безопасности мира всего. И напоследок у нас совершенно мало остается. Это вопрос о лидерах. Эрдоган – это уже лидер мирового масштаба? Вот, это тот человек, с которым... Вы считаете меня критерием, что если я скажу, он будет таким? Нет, ваша Ну, оценка. по крайней мере... Турция столетие в 2023 году с Эрдоганом встретит? Вот сделайте такой прогноз на ваш взгляд. Ну, во-первых, Реджеп Тайип Эрдоган очень, считаю, на сегодняшний день очень интересным, харизматичным лидером, который, по крайней мере, на нынешнем этапе не имеет себе равных. Он выигрывает бой, и мы любим этого или не любим, вне зависимости от наших политических взглядов. Ну, одну вещь скажу, что преподаватель университета не имеет права быть членом какой-либо политической партии, так что я никакого Вы отношения... вне Турции находитесь сейчас. Поэтому, независимо от того, сегодня премьер-министр Турции, он очень своеобразный, и, по крайней мере, не слова важны, а слова делом, которые доказывают, что он третий раз выиграл выборы и сделал новый исторический, так скажем, подпись поставил в истории современной политической жизни, который не только выиграл, но и увеличил свои голоса. От выборов к выборам, да, лучше. Но это не говорит о том, что он такого масштаба, пока такого масштабного не сделал, как, например, Мустафа Кемал Ататюрк. То есть, в таком образе сравнить это невозможно. Но он очень много сделал для сегодняшнего. Я считаю, что это будет исторически, уже историки могут сказать, какой он сделал точно. Потому что мы живем в этом нынешнем мире, и мы переживаем вместе с ними какие-то положительные и отрицательные эмоции. То есть кому-то не нравится экономический вопрос, кому-то политический. Только история может определить, что он правильно был или нет. Ну, та эйфория, с которой его встречали в каждой арабской стране, говорит о том, что у него претензии быть уже халифом мусульманского мира. Такого, не в официальном виде, а в таком, ну, скажем, информационном. То есть лидер всего мусульманского мира. Ну, я думаю, что наши артисты, Кыванч Татутюрк, даже больше популярен в арабском мире, чем Реджеп Тайип Эрдоган.
То есть Эрдоган может уступить ему. Сейчас турецкий сериал больше популярны, чем этот вопрос. Ну, конечно, его политика по Ближнему Востоку, конечно, арабские страны, особенно в частности в палестинском вопросе, вызывает определенный интерес. Но это не говорит, что все арабские государства довольны политикой Эрдогана. Саунас. Это Да, был Саунас. доцент университета экономики и технологий ТОП города Анкара, господин Токрол Исмаил. Который считает, что все возможно, кроме исчезновения народности. И который в последнее время частый гость и участвует в конференциях, круглых столах типа внешней и внутрирегиональной угрозы и пути к Да, и преодолению. говорит про стабильную нестабильность. До следующей встречи.